А, Добрый день еще раз. Я продолжаю цикл наших небольших лекций. И вторая лекция, которую я хочу предложить вашему вниманию, это отношения в семье. И в этой лекции я хочу рассмотреть 4 вопроса. Проблема отцов и детей, отсутствие чувствительности друг к другу, присутствие нового человека и возможность для членов семьи действовать независимо от друг друга. И первая проблема, которая часто возникает во многих семьях, это проблема отцов и детей. У родителей могут быть конфликты даже с совсем маленькими детьми. Что уж говорить о подростках. На протяжении всего периода взросления человек испытывает кризисы, и относительно кризисов я рассказала в предыдущей лекции более подробно. Вот. И такие жизненные этапы оказываются непростыми как для родителей, так и для самого ребенка. А главной задачей психотерапевта это является помочь папам и мамам выстроить теплые доверительные отношения с их детьми в кризисные периоды, не сломав психику подрастающего чада. И это действительно очень важно. Почему? Потому что главная задача родителей – это помочь ребенку повзрослеть. Но в тот момент, когда ребенок проходит тот или иной кризис, иногда, может быть, чаще всего помощь психотерапевта требуется не самим детям, а их родителям. Почему? Потому что многие родители не знают, как быть в той или иной ситуации. И поэтому здесь главная задача, как помочь, у родителей должна быть главная задача быть направленной на то, чтобы помочь ребенку справиться с тем или иным кризисом. Но и с другой стороны, здесь является еще очень важной задачей не забывать помогать самому себе. И если у вас недостаточно знаний и компетенций относительно тех или иных вопросов, то, пожалуйста, нужно обращаться за помощью, нужно выстраивать вот эту систему понимания того, что происходит между вами и вашим ребенком, или между вами и вашими близкими. А второй очень важной проблемой является отсутствие чувствительности друг к другу. По факту часто люди составляют одну семью, на деле не имеют никаких точек соприкосновения. То есть у нас как будто бы сейчас такое время, когда люди формируют семьи как будто бы по какой-то инерции, как будто бы так положено. И основная волна разводов приходится в данный период после 3-4 лет совместного проживания. И это показатель того, что молодая пара, сошедшись там на каких-то своих первых принципах, там, не знаю, влюбленности или какой-то сексуальной притягательности, сходятся в пару, но в тот момент, когда они как пара сталкиваются со взрослой реальной жизнью, оказывается так, что каждый в паре не находится на уровне ожидания по отношению к своему партнеру, в том плане, что как будто бы проблемы должен решить партнер, а не я сам. И отсюда происходит такая, на мой взгляд, неграмотность, да, неграмотность каждого участника этой пары. И после того, как удовлетворены вот эти первичные там сексуальные потребности, или когда уже влюбленность проходит и наступает время для серьезных отношений, чаще всего те молодые люди, которые не уделяют внимания, понимания того, что же все-таки у них в паре происходит, что же нужно для того, чтобы эта пара превратилась в семью, для чего вообще они собрались вместе, да, то есть куда они хотят дальше развиваться, и вообще есть ли какой-то смысл в существовании. Хорошо, если это пара и там еще нет детей, хуже, если это пара, которая так и не смогла найти вот эти точки соприкосновения, но уже родила детей. Но уже родивших детей многие пары исходят из того, что хорошо, нам друг другом не очень-то, но тогда и непонятно, зачем мы здесь, но тогда смыслом своей жизни мы сделаем жизнь детей. Вот, и здесь мы начинаем видеть вот как раз следующую проблему, что в таких семьях родители не уделяют внимания друг другу или не уделяют внимания детям, в результате чего у последних наблюдаются различные пагубные привычки, призванные компенсировать отсутствие положительных эмоций. И это тоже действительно очень мощная проблема, с которой нужно справляться.
Может быть так, что если пара все-таки не состоялась, и мама с ребенком или с двумя детьми пытается создать себе новую семью, и тогда приводит в дом нового партнера. Ну, это может быть как мужчина, может быть и мужчина, наоборот, разошедший с женщиной. И сейчас часто очень бывают такие варианты, когда мужчина остается с детьми, а женщина уходит. И мужчины, вот, допустим, с детьми тоже в дом приглашают нового партнера. И часто такие пары сталкиваются с тем, что наталкиваются на неприятие детей к новому партнеру, ну и, конечно же, к самому человеку, который привел к себе нового партнера. Не у всех детей привыкание проходит гладко. Многие люди до конца жизни остаются равнодушны к своим отчимам и мачехам, а временами даже испытывают к ним, а то и к собственным родителям настоящую ненависть. И если не помогать эмоционально и психологически справляться ребенку и также взрослым без помощи психологов, психотерапевтов, то вот тот негатив, который был затаен ребенком, может с большей долей вероятности вылиться в какое-то маниакальное состояние. Или может превратиться в какой-то глубокий невроз, который будет все время разрушать жизнь уже подрастающего человечка, и может стать причиной поведенческих отклонений разной степени тяжести. То есть вроде бы как есть у нас такое понятие, как стерпится, слюбится, но я хочу сказать о том, что не нужно полагаться полностью на него, потому что он может не стерпеться и может не слюбиться. Да? Но ненависть и негатив, который долгое время вынашивает ребенок в своей душе, чаще всего перерастает во что-то большее, но несущее разрушительный характер. И поэтому здесь хорошо бы было, если бы все-таки вы доверили сами, доверили своего ребенка и прибегли к помощи психологов для того, чтобы как раз ребенок и специалист помог ребенку справиться с этим негативом и, конечно же, помог вам пережить этот негатив, потому что для переживания злости, ненависти близкого человека тоже необходима внутренняя эмоциональная устойчивость. Есть еще один очень такой тяжелый враг – это невозможность для членов семьи действовать независимо друг от друга. И обычно такая ситуация наблюдается у детей, но иногда она диагностируется у взрослых. И в последнее время я прям наблюдаю, когда это диагностируется у взрослых, и это происходит в ситуациях, когда один из супругов инфантильный, то есть застрял в каких-то детских своих ситуациях, застрял на уровне своих детских привычек, на уровне своих детских реакций и своих детских представлений. И тогда я хочу сказать о том, что тогда один из партнеров как раз становится заложником вот этого инфантильного своего супруга, и жизнь становится невыносимой, как будто бы человек все время хочет вырваться из этих оков, вырваться из этого плена и освободить себя от столь тягостных, тяжелых отношений. И чаще всего это является такой причиной, частой причиной развода многих пар. И в этот момент для того, чтобы не допускать до этого, не доводить до этого состояния, я всегда рекомендую все-таки обоим супругам работать над собой, взращивать своего внутреннего взрослого, да, то есть развивать себя, выходить из вот этих инфантильных зависимостей, выходить из вот этих инфантильных привычек и формировать у себя уже взрослые привычки. Почему? Потому что пару и семью могут создать только два психологически эмоционально взрослых человека. От того, какая атмосфера царит внутри семьи, зачастую зависит успешность конкретного человека в других сферах деятельности. Поддержка семьи всегда является мощным стимулом для достижения новых профессиональных высот и непрерывного саморазвития. К сожалению, не каждая современная семья может похвастаться тем, что внутри у нее установились теплые доброжелательные отношения. Все чаще на приеме психотерапевта оказываются клиенты, недовольны атмосферой внутри своей семьи. Вот.
И в этом случае я хочу сказать о том, что если вы увидели в этом описании признаки своей собственной семьи, то я бы вам рекомендовала не оставаться с этой бедой один на один. Ни в коем случае, если происходит какой-то кризис или какая-то сложная ситуация, нельзя оставаться один на один. Это хорошо разделить с теми людьми, которым вы доверяете, и, конечно же, прибегнуть к помощи специалиста. Сейчас современная психология в наших условиях уже позволяет действительно оказывать хорошую, компетентную помощь. И с помощью психологов можно расширяться, узнавать о себе, понимать о себе и развивать свою жизнь в том направлении, в котором вы мечтали. Почему? Потому что действительно мечты могут сбыться, если вы развиваетесь. И вся эта жизнь и форма выживания в этой жизни, единственное развитие и научение всему тому, чего вы не умеете. Если вы чего-то не умеете, то это главная задача в этом разобраться, научиться этому, перенять это у тех людей, у которых это получается, и сделать себя счастливым человеком. Поэтому я хочу сказать о том, что все в ваших руках.